А теперь о ситуации с коронавирусом. По данным оперативного штаба, в медучреждениях региона остаются под наблюдением порядка 700 пациентов. За сутки выявлено менее 30 случаев. Все больше людей проходят и вакцинацию. Для этого в регионе открыто несколько пунктов приема. Один из них развернут в Сунжинской поликлинике. Бесплатную и добровольную процедуру там уже прошли более 900 человек. С некоторыми из них пообщался наш корреспондент. Сергей Пьяных ковидом не болел и болеть явно не собирается. Весь год пожилой мужчина соблюдал все правила предосторожности, чтобы не заразиться. Носил маски, носил с собой антисептик и воздерживался от посещения мест массового скопления людей. Теперь надеется, все будет иначе, ведь есть вакцина, а прививку он собирается пройти в местной поликлинике. Я думаю, что наша вакцина, она сейчас уже зарекомендовала себя, результаты есть, поэтому я считаю, что нужно делать. Перед началом инъекции врач-терапевт проводит несколько процедур, проверяет состояние пациента, измеряют давление, температуру, слушают легкие и осматривают зев на наличие признаков простудных заболеваний. Поскольку если, допустим, у больного температура или признаки простуды, ОРВИ, то это уже противопоказание. Аллергической реакции нет, на момент осмотра противопоказаний тоже. Пропуск вакцинации у Сергея в руках. Осталось заполнить анкету и подписать добровольное соглашение. Пока пациент занимается бумагами, медсестра готовит ампулу с вакциной, которая хранилась в морозильнике при минус 18 градусов. 15 минут разморозки и все готово. Можно приступать к вакцинации. Давайте руку на себя. Так. Кладем. Да. Так вот. Сейчас будем После прививки пациент находится под наблюдением врачей еще 30 минут на случай анафилактического шока, а перед уходом ему вручают памятку о правилах поведения после вакцинации. Сергей Русланович, как вы себя чувствуете? Все хорошо, нормально. Как прошла вакцинация? Отлично, спасибо докторам. Но на этом не все. Вакцинацию проводят в 2 этапа с разницей в 3 недели. Если после первой прививки у пациента началась аллергическая реакция, то он уже автоматом не допускается ко второй. А для массового охвата населения в Сунжинском районе открыли 3 прививочных пункта в селениях Троицкое, Нестеровское и в городе Сунжи. В каждом кабинете есть все необходимое для проведения процедуры. Здесь и противошоковая укладка, и морозильные камеры. Спутник Ви может потерять свойства при повторной заморозке. Вакцина, для того, чтобы она не разморозилась, у нас используются специальные контейнеры и вот эти ладоэлементы. Определенное количество доз, которые нам нужно, допустим, мы берем. Если мы выезжаем куда-то в организацию на вакцинацию, обкладываем вот этими ладоэлементами и транспортируем. Всеобщая вакцинация от ковид стартовала по всей стране в конце января. Ранее вакцина была доступна только для лиц в зоне риска. Сегодня пройти ее может любой желающий на добровольной основе. В Сунже таких оказалось много. 910 человек на сегодняшний день прошли первый этап вакцинации, второй – 56. В принципе, у всех вакцинированных состояние удовлетворительное, тяжелых побочных каких-то аллергических реакций нет. Единственное, то, что является нормальной реакцией, это незначительное повышение температуры. И бывает местная реакция в виде болезненности и гиперемии небольшой. У всех, кто прошел вакцинацию, должны выработаться антитела на следующие 2 года, обезопасив иммунитет, а значит и себя, и окружающих. Далее Асканова, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Исмаил Муцольгов. Новости 24.